Ну, Николай, вот вы, может быть, услышали часть разговора с Людмилой Денисовой. Хочется узнать вашу оценку и самые свежие новости о наших моряках. Николай Полозов, я повторю, кто не смотрит сначала, это адвокат российский, координатор группы по защитников наших военнопленных моряков, захваченных по приказу Путина в Черном море. Николай, тебе слово. Да, добрый вечер. Ну, что касается последних новостей, то сегодня два последних моряка, это Андрей Идер и Андрей Артеменко, заявили под протокол, как и раньше, 22 военнопленных, что они являются военнопленными. То есть обозначили следствию ФСБ свою принципиальную позицию по этому вопросу. И теперь, если мы говорим о защите в рамках единой стратегии, у нас фактически произошло такое закольцевание, когда в соответствии с нормами Третьей Женевской конвенции эти военнослужащие являются военнопленными. Об этом заявляют власти Украины, об этом говорит весь цивилизованный мир. Об этом говорят сами военнопленные моряки, и только кремлевские власти считают их по-прежнему уголовными преступниками. Вот. Эта позиция России, она абсолютно несостоятельна, беспочвенна. Даже по российским законам, в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции России, нормы международного договора имеют приоритет над нормами национального законодательства. Россия является участником Третьей Женевской конвенции. Этот международный договор должен ею применяться в приоритете. Он не применяется. Это мы видели уже и в ходе судебных заседаний. Буквально вчера прошли последние суды по апелляциям. К сожалению, только в отношении 20 моряков были поданы соответствующие апелляционные жалобы. Еще в отношении 4 адвокаты по назначению не исполнили свои обязанности. По этим морякам наша команда адвокатов будет дополнительно подавать кассационные жалобы. Таким образом, чтобы по всем 24 морякам был сформирован необходимый комплект документов, который можно будет передать в приложении к жалобе в Европейский суд по правам человека. Что касается их нахождения в России, то до сих пор 21 военнопленный находится в следственном изоляторе Лефортово. 3 раненых, это Василий Сорока, это Андрей Идер и Андрей Артеменко, находятся в лазарете СИЗО «Матросская тишина». В отношении 3 раненых наши адвокаты направили медицинские запросы на представление медицинской документации руководству СИЗО и следствию. Мы ждем ответ для того, чтобы впоследствии, опираясь на эти медицинские документы, мы могли бы заявлять ходатайство о проведении независимого медицинского обследования и назначении медицинской экспертизы. Впереди предстоят достаточно длительные в России новогодние праздники. К сожалению, в это время доступ адвокатов в следственный изолятор будет закрыт. Мы знаем, что в отношении моряков оперативники ФСБ пытались проводить мероприятия, пытались их склонять на признание вины. Все моряки, все военнопленные проинструктированы адвокатами, как себя вести при таких обстоятельствах. Поэтому я думаю, что за вот эти длительные праздники никаких эксцессов не произойдет. Кроме того, мы наладили взаимодействие с волонтерами, которые находятся в Москве. Первыми фактически эту дорогу открыли крымские волонтеры, которые сразу после захвата моряков начали собирать для них вещи, предметы, продукты, деньги и так далее, и привезли потом это в Москву. Сейчас эстафету перехватили московские волонтеры, мы находимся с ними во взаимосвязи. И когда адвокат встречается с военнопленным, он спрашивает, какие ему необходимы вещи, продукты. Все эта информация сразу передается волонтерам. Таким образом, я могу сказать, что фактически за 3 недели работы мы уже отстроили весь технологический процесс взаимодействия с моряками. Что касается дальнейших действий, то совершенно очевидно, следствие будет продолжаться. Уже назначен ряд судебных экспертиз технического характера. По всей видимости, во второй половине января нам предстоит продление срока содержания под стражей, по крайней мере, следствие намеревается это делать. Оно будет проходить в Москве. И в рамках этого продления мы готовы уже к полноценной защите этих моряков, то есть никаких эксцессов, которые произошли при избрании меры пресечения, естественно, не будет.
Николай, уточняющий вопрос. Просто ты погружен в этот процесс. Вот насколько, как практически Украина сможет вот это состояние признания их самими себя военнопленными использовать на международной арене? И какие требования предъявить России на международном уровне? Понятно, что внутри страны, ну, мы понимаем, кто этим всем руководит и на кого должно оказываться давление и какое. Вот в практическом смысле, какая стратегия нужна сейчас со стороны государства? Но единая стратегия – это все-таки добиться от властей России, от президента Путина принятия политического решения об освобождении этих украинских моряков. Причем эти процессы никак не связаны с теми процессуальными действиями, которые в отношении них производятся, потому что уже был прецедент, когда был захват украинских пограничников, в отношении них было возбуждено уголовное дело, и безо всякого суда впоследствии в результате договоренности, в результате принятого политического решения они были освобождены. Что касается единой стратегии, то поскольку российские власти совершили акт вооруженной агрессии, вооруженного конфликта в отношении украинских военнослужащих, и они подпадают под признаки, согласно Женевской конвенции, военнопленных, ненадлежащее обращение с военнопленными, то есть признание их уголовными преступниками, является длящимся нарушением правил и обычаев войны, фактически военным преступлением. За такие вещи вообще полагается Международный военный трибунал. И я не исключаю, что действия российских властей могут иметь за собой и подобные негативные последствия. И я могу сказать так, что в рамках единой стратегии позиция Украины, позиция стран Запада неизбежно приведет к тому, что российские власти примут решение о том, что эти моряки будут отправлены домой. Потому что политически удерживать этих военнопленных становится все дороже и дороже. Конечно, было бы проще Кремлю, если бы моряки сказали, что они признают вину, что они совершили какое-то преступление, тогда бы необходимость в политических договоренностях отпала бы. Но поскольку моряки сохраняют единую позицию, признают себя военнопленными, это заставляет Кремль в конечном счете выходить на переговоры. Николай, и последний вопрос, очень понятный. Как себя чувствуют наши раненые, трое ребят, о которых вы говорили? И не было ли в беседах с адвокатами от них сообщений о физическом либо моральном давлении, шантаже, пытках и так далее? Ну, я могу сказать так, что практически все моряки находятся в состоянии высокого морального духа. Всех их до того, как наши адвокаты смогли посетили консулы Украины и, в принципе, в общих чертах довели общую позицию. Все моряки надеются, что вся страна борется за них, весь цивилизованный мир борется за них, и они как можно скорее вернутся домой. Что касается оказания на них давления, то из-за широкого резонанса этого дела с самого начала российские власти не рискнули применять к ним физическое давление или пытки. Подобное давление, которое на них оказывалось, это моральное давление, это оперативная разработка, это внутрикамерная разработка с использованием других заключенных. Опять-таки это производилось в психологическом смысле, в форме бесед, в форме какого-то склонения к принятию тех или иных решений. Ни один из моряков на подобные уловки российских следователей и оперативников не поддался. Кроме того, все они в настоящее время проинструктированы адвокатами, как поступать в подобных ситуациях.